Эфир телеканала «Вся Уфа» продолжает свою работу. Рады приветствовать всех наших телезрителей. Продолжаем общаться с интересными гостями, которые рассказывают очень много на очень интересные темы. К примеру, Башкирский государственный педагогический университет дает своим студентам очень большие возможности. Мы в этом убедились, часто посещали этот замечательный вуз в разных сферах, напрямую не связанных даже иногда с выбранной специальностью, возможности саморазвития и реализации своих инициатив. Поговорим о том, как непосредственно университет помогает ребятам развиваться в разных областях, какие есть инструменты для этого и как ребята вообще в целом себя чувствуют и какие у них, так скажем, впечатления касательно этих вопросов. Итак, у нас в гостях Вильдан Фазлиянович Исенгильдин, это начальник управления образовательных разработок Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы, которого мы рады приветствовать в нашей студии. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, ну и, конечно же, сразу с места в карьер, какие как раз-таки возможности реализации студенческих инициатив на сегодняшний день существуют в нашем любимом БГПУ? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня, безусловно, как и в нашей стране, так и в Республике Башкортостан уделяется серьезное внимание такой теме, как молодежная политика, но студенчество, студенческие объединения, ребята являются самыми главными акторами, главными действующими лицами этой всей сферы. И такое направление, как молодежные инициативы, студенческие проекты, сегодня, безусловно, является флагманским, потому что серьезная финансовая поддержка, серьезная информационная поддержка, методическая уделяется тому, чтобы инициативы, идеи, в некоторых случаях даже мечты студенчества осуществлялись, и они находили свое отражение. Наш университет, Акмуллинский университет, активно включен в эту повестку, является одним из лидеров в области привлечения и реализации вот именно инициатив самими студентами, потому что, безусловно, те идеи, которые предлагают ребята, наши студенты, будущие педагоги, они, безусловно, абсолютно разного характера, начиная от волонтерства, заканчивая экологией, начиная от муниципального, заканчивая российскими уровнями. И это очень здорово и очень круто, что помимо вот этой образовательной траектории, да, когда 4 или 6 лет ребята учатся в университете, они могут реализовывать свои идеи в качестве социальных проектов, иногда предпринимательских, коммерческих, и формировать так называемый бэкграунд для того, чтобы выходить по итогам обучения полноценными, классными специалистами абсолютно в разных сферах. Ну и как тогда уж поговорим о кухне всего происходящего, как непосредственно выстроена эта работа, непосредственно с инициативами уже внутри вуза? Какие? В нашем университете, который вот имеет действительно такую хорошую традицию в плане поддержки ребят, выстроена такая некая экосистема, вот, когда мы выявляем и поддерживаем ребят. Это полноценная акселерационная программа, мы называем ее акселератор студенческих проектов «Созидатели», когда на уровне, вернее, во время поступления ребят на первый курс, когда проходит такой адаптационный период, мы начинаем работу с ними по поводу выявления их интересов, их идей, и потом уже в процессе проводим такую двухнедельную образовательно-практическую программу, когда приглашаем как и региональных, так и федеральных экспертов, которые обладают опытом побед, там до 1,5 миллиона есть возможность у ребят, молодежи в нашей стране выигрывать гранты, и они непосредственно делятся тем образовательным контентом, который сегодня востребован и интересен ребятам. И исходя из этого, после получения вот этой теории, методики, ребята погружаются в так называемый мозговой штурм, они образуются в команды, кто-то выходит индивидуально, и уже после этого непосредственно рождаются те идеи, которые мы в дальнейшем сопровождаем. То есть в этом и суть есть акселератора, когда на уровне университета проходит вот этот весь процесс, формируются команды, формируется идея, полноценный проект, который презентовывается в дальнейшем ректору, и мы уже дальше выходим на региональный и федеральный уровень. То есть если, к примеру, рассматривать вопрос продуктивности, конкретных итогов, да, то в прошлом году вот, наши выпускники нашего акселератора, да, как и индивидуально, так и в составе проектных команд университета стали обладателями грантов в порядка 4,5 миллионов рублей. То есть это реально круто, когда ребята в стенах
как университета, так и у себя на малой родине, кто-то уезжает уже, да, реализуют интересные проекты, которые, безусловно, находят свое отражение и становятся популярными в регионе и в России. Как раз и хотел задать вопрос об успешных примерах, но вы меня опередили, уже рассказали. А непосредственно какие направления, ну, вот если не секрет, были выиграны? Если вот прям конкретно говорить, то у нас очень популярна тема волонтерства, тема здорового образа жизни. И вот у нас выпускники этого года нашей программы, они, пройдя вот эту школу и пройдя региональный форум наш SmartTau, где получали также финансовую поддержку, там небольшие суммы, порядка 50 тысяч, выходили на федеральный уровень. И вот один из проектов — это тема посвящена здоровому образу жизни студенческих семей. То есть даже такие темы ребят волнуют, когда они хотят вот именно молодому поколению создавать вот эти все комфортные условия. Там порядка 400 тысяч рублей девушка стала победителем. А если говорить о таких крупных проектах, то в том году нашими ребятами, активистами был проведен Всероссийский фестиваль межнациональных студенческих клубов, когда представители различных сообществ, которые прокачивают эту тему дружбы народов, межэтнического взаимодействия и так далее, собрались у нас в университете и непосредственно штурмили над программой дальнейшего развития. Если говорить о планах, то сейчас активно идет всероссийская форумная кампания, где наши ребята также являются активными и постоянными участниками. По плану у нас сейчас в следующем году наш университет празднует юбилей, исполняется 55 лет, и то имя великого нашего просветителя Мифтахиддина Акмуллы также в следующем году будет на слуху, потому что исполняется также 190 лет со дня его рождения. И вот сейчас один из таких флагманских, перспективных проектов, которые ребята прокачивают, это блок-тур по следам Акмуллы, где поднимается проблема того, что ребята, обучаясь в университете, иногда даже не задумываются о том, а какова была жизнь нашего Мифтахиддина Акмуллы, да, и хотят вот именно посетить значимые места, начиная от места рождения, его учебы, значимых просветительских событий жизни. И вот сейчас мы работаем над этим проектом, который вот сейчас ребята непосредственно защищают на форуме Таврида в Республике Крым. Пока еще есть время, хотел успеть спросить про школьников. Затрагиваете ли вы их, есть ли какие-то проекты, направленные на них, на, так скажем, золотой резерв, который вот Да. будет готов? Мы также вот активно, безусловно, работаем со школьниками, потому что наши студенты — это непосредственно те люди, которые с ними взаимодействуют. И в рамках профориентационных мероприятий, когда ребята к нам приходят, изучают внутреннюю кухню университета, смотрят аудитории, работают со студентами в формате игр, мы также проводим с ними вот эти проектные сессии, когда уже сами наши студенты помогают ребятам вот вытягивать вот эти крутые идеи, с которыми мы также стараемся работать, поддерживаем связь. И вот в этом году, вернее, мы осенью планируем проведение школьного акселератора, когда соберем ребят со школ города Уфы. Надеемся, что санитарно-эпидемиологическая ситуация позволит нам это сделать. И постараемся сформировать с ними качественные, полноценные проекты, потому что сегодня в стране у нас есть такой конкурс классный, всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц. То есть единственный конкурс, который дает конкретному человеку деньги на реализацию проекта. И он начинается с 14 лет. Поэтому для ребят это тоже такая активная стезя, когда они могут попробовать себя уже в раннем возрасте и сформировать свои определенные компетенции и скиллы. Буквально 30 секунд у нас осталось. В конце, что бы хотели сказать тем студентам или абитуриентам, которые собираются поступать, которые, услышав все те проекты, как мы их можем замотивировать, и что еще вдобавок сказать вышесказанному? Да, ну, безусловно, сейчас самая такая нервная пора для абитуриентов, когда они ждут результаты приемной кампании. Хочу сказать, что, безусловно, для каждого сейчас такой активный, широкий выбор, один из важных в жизни. Про наш университет, про Акмолинский университет, безусловно, многие знают. Замечательная традиция. Мы ждем вас в нашем университете, мы сделаем и поможем вам реализовать ваши идеи, ваши проекты. И те 4 года или 6 лет, которые вы проведете в университете, позволят вам создать вот этот классный бэкграунд, классные эмоции, благодаря которым вы сможете развиваться в дальнейшем.
Будем ждать вас в Башкирском государственном педагогическом университете. Спасибо вам, что пришли, рассказали. И надеемся, что вы придете и сами воочию увидите, что все эти проекты работают.